Уважаемый Юрий Андреевич, уважаемая Салихат Расуловна, уважаемые участники конференции, для меня большая честь выступить перед вами, перед земляками великого Расула Гамзатова и на его родной земле. Потому что для меня лично Расул Гамзатов как святой. Почему для меня Расул Гамзатов как святой? Я даже однажды, как паломник, специально приезжал в село Садак Кунзатского района для того, чтобы посетить дом, где он родился. Здесь я понял, что именно в такой местности рождаются по сценарию и гении. Дело в том, что в 1971 году, когда я только начал учиться в 10-м последнем классе школы, друг нашей семьи, известный якутский журналист Егор Афанасьев, специальный корреспондент республиканской газеты «Крым», пришел к нам в гости и подарил мне книгу Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Оказывается, он летом 1971 года отдыхал вместе с Расулом Гамзатовым в Болгарии. Я помню, как он сказал, что это удивительный человек, и каждая его книга удостаивается государственной премии страны. И книга «Мой Дагестан» на самом деле стала моей настольной книгой на многие-многие годы. Она оказала огромное влияние на становление моего мировоззрения и вообще на всю мою жизнь. Помню, первый раз меня поразили в книге такие строки. Абу-Талиб сказал: если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. И сразу ниже идут другие строки. Путник, если ты обойдешь мой дом, град и гром на тебя, град и гром. Гость, если будешь сакли моей не рад, гром и град на меня, гром и град, надпись на дверях. Я к вам приехал, потому что вот так написано у Гамзатова, и я не мог не приехать, когда получил приглашение от Государственного собрания. Если мы говорим, что Пушкин Александр Сергеевич это великий русский поэт и писатель, русский, то мы можем сказать, что Расул Гамзатов это великий российский поэт и писатель, потому что он объединяет всю нашу многоконфессиональную, многонациональную страну Россия своими поэтическими и прозаическими произведениями. Его самая знаменитая песня «Журавли» написана, мы знаем, на аварском языке, и в ней есть такие строки: «Жигиты с кровавых не пришедшие полей». Но на русском языке это звучит: «Солдаты с кровавых не пришедшие с полей». Это объединяет всех, поскольку русский язык это язык, который не только язык для общения, не только государственный, но и язык, который всех нас действительно объединяет. У нас в Якутии есть тоже крупный великий поэт Иван Гоголев-Кындыл. Он и поэт, и прозаик, и драматург. Его произведения, так и произведения Расула Гамзатова имеют общечеловеческое значение. Песня на его стихи «Моя любимая Якутия» – это неофициальный гимн якутского народа. Там есть такие слова: «Свети и крепни, родная земля, расти, славься, Якутия, краса и гордость России ты всей, тебя раздольней нет и щедрей». Когда в 2001 году я участвовал в выборах президента Республики Саха-Якутия, мой друг Владимир Владимирович Еременко, главный редактор газеты «Литературная Россия», услышав от меня мой восторженный рассказ о книге «Мой Дагестан», который у меня является настольной книгой, предложил: давай мы тебя устроим встречу с Расулом Гамзатовым. Но тогда я как-то постеснялся, поскольку Расул Гамзатов для меня был как святой, и мне как простому земному человеку как-то было немножко неудобно с ним встретиться. А сейчас, конечно, жалею об этом. Тогда он меня познакомил, Еременко познакомил меня с великим русским писателем Петром Проскуриным, народным артистом России Юрием Назаровым и многими известными людьми, даже Лео Бакерии. Они даже приезжали к нам в Якутию. Но с Расулом Гамзатовым я побоялся познакомиться, повстречаться.
Настолько он был для меня богоподобным. После знакомства с книгой «Мой Дагестан» у меня появилась тяга, любовь к афоризмам, к краткому выражению мысли. Я исписал 2 толстых общих тетради афоризмами из разных книг, в том числе из книги «Мой Дагестан». Потом я подготовил и издал книгу «Толкуй». Это как бы собрание кратких мыслей и высказываний из моих статей, выступлений и книг. По образу и подобию авторитет сказал, Тумусов сказал. Толкуй по-русски это звучит как толковать, а по-якутски это звучит как думы, Государственной Думы. Говорят, однажды Расул Гамзатов направил телеграмму своей жене прямо в заседании Президиума Верховного Совета. Он написал: вот сижу в Президиуме, но счастья нет. Вот с таким чувством юмора он обладал. Я тоже, будем говорить, будучи уже в зрелом возрасте, когда долго лечу в самолете, а я часто летаю из Москвы в Якутск, там лететь 6 часов, пишу всякие разные стихи, двустишия, которые сам назвал мечи, то есть улыбки, мысли, значит. Это не Рубаи Омара Хайяма, не сонеты Шекспира, но это именно влияние Расула Гамзатова. Я даже балуюсь, не скажу, что перевел, но написал двустишие мечи на стихи «Журавли» и другие стихотворения. И особенно мне нравится стихотворение о том, что как человек заболел, и ничто не могло его вылечить, но вылечила любовь молодой женщины. Вы все, наверное, знаете это стихотворение. Великий Расул Гамзатов немало песен написал о любви, о матери, о дружбе. Дорогие друзья, не так давно впервые у нас в России в официальных стратегических документах объявлено, что мы, Россия, особая самобытная цивилизация. И президент страны Владимир Владимирович Путин тоже говорит, что мы особая самобытная цивилизация. Наша страна, Российская Федерация, находится сейчас на стадии обретения себя как самобытной особой цивилизации. У нас есть свои особые культурные коды. И носителями, выразителями этих кодов являются такие люди, как Расул Гамзатов. Они рождаются раз в столетие, а может быть раз в тысячелетие. Однажды я побывал в кабинете главы Дагестана, когда в прошлый раз приезжал, не действующего главы, а раньше. Так вот, в кабинете главы Республики Дагестан наравне с портретом Путина Владимира Владимировича висел портрет Расула Гамзатова. И вот когда встречаюсь с писателями и поэтами разными, особенно у себя на родине, я им говорю: желаю, чтобы вы стали духовными лидерами своего народа, и чтобы ваши портреты висели в самых высоких кабинетах. Недавно я принимал участие у себя на родине в Якутии в открытии памятника выдающемуся сыну народа Саха Петру Васильевичу Аммосову. Буквально неделю назад, когда я написал об этом событии в своем телеграм-канале, одна юная особа в комментариях написала: зачем мы ушедшему поколению ставим памятники, тратим деньги? Давайте лучше строить детские сады, школы и так далее. Это вот как вот Абуталиб сказал, да, если выстрелите просто из пистолета, будущее выстрелит из пушки. Мы воздвигаем памятники, вспоминаем о великих сыновьях и дочерях своего народа, и как раз делаем это ради будущего, ради будущих поколений. И мы надеемся, что для нового времени появятся свои личности, таланты, гении сродни Расулу Гамзатову, Ивану Гоголеву, Кандылу. И я верю, что так оно и будет. И в заключение хотел бы сказать, что когда начинается и заканчивается очередная сессия Государственной Думы, мы как, вот Юрий Андреевич не дал соврать, мы все как один поем гимн России. И там есть такие слова: «Славься страна, славься Отечество». Слова «славься» на языке народа Саха звучит как «Уруй Айхал». И этими словами я хочу закончить свое выступление. Уруй Айхал великой России, уруй Айхал Дагестану, уруй Айхал великому сыну Дагестана и России Расулу Гамзатову. И в завершение разрешите подарить Салихат Расуловне Гамзатовой, дочери Расула Гамзатовича,
совместную фотографию, любезно предоставленную мне дочерями Егора Афанасьевича, известного якутского журналиста Егора Афанасьева и великого Расула Гамзатова с того далекого 1971 года, когда они вместе встретились на отдыхе в Болгарии. Как символ дружбы между народами Республики Саха и Республики Дагестан. Может быть, не скромно, на своих толпу тоже разрешите вручить, как символ поклонения гению Расула Гамзатова, Салихата Расула.